В 11 часов наша съемочная группа прибыла в республиканскую больницу. В это время в сосудистом центре уже завершилась одна операция, готовились ко второй. Пациент был госпитализирован в стационар в плановом порядке. Во время диагностики у мужчины выявили, что ранее установленные стенды проходимы, однако есть сосуд со значимым стенозом до 80%. Стенд еще один поставить. Другой сосуд. Другой сосуд, они сказали в Ереване, что на 45% как бы закрывается. Через полгода приедет. Полгода сохнешь, 2 года уже прошло. Там уже не 45, там больше. С момента открытия республиканского сосудистого центра прооперировано более 90 пациентов. Из них 30% экстренные случаи. Больные нуждались в высокотехнологичной медицинской помощи, которая включала как диагностические, так и оперативные вмешательства. Основная часть пациентов – кардиологические больные, а также с ишемией нижних конечностей. За 2 месяца наладилась маршрутизация больных, отметил руководитель республиканского сосудистого центра Дамий Джопуа. В хорошем контакте с районными больницами. У нас существует общий чат, и любой пациент, поступающий в районную больницу, мы получаем от дежурного доктора полную информацию по нему, если он пациент кардиологического профиля, как правило. Скидываются там его данные, и наш дежурный кардиолог координирует, в случае чего как бы оставляет на лечение там по месту жительства, либо его в экстренном порядке перевозят сюда и оказывают помощь по всем мировым рекомендациям, которые на сегодняшний день существуют. По установленной маршрутизации на стационарном уровне пациенты попадают в центр, и в течение 20 минут их сразу же доставляют на операционный стол. Ранее такого подхода не было. Минуя этапы реанимации и стабилизации, медицинская бригада начинает работу с пациентами незамедлительно. Это позволяет значительно повысить эффективность оказания помощи и улучшить результаты лечения. В данном случае действует правило: чем быстрее, тем лучше. Вместе с нашим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения открылись также самостоятельное отделение кардиологии общей и отделение интенсивной терапии, реанимации для больных как раз вот с сосудистыми катастрофами. Это с острым инфарктом миокарда и с острым нарушением мозгового кровообращения. Сосудистый центр соответствует всем современным стандартам. В 2026 году планируется начать работу с инсультными пациентами, операции на сонных и мозговых артериях. Также запланировано проведение операций на открытом сердце. По мнению Дамия Джопуа, развитие центра идет очень динамично. Установлено полное взаимопонимание с Министерством здравоохранения, что открывает возможности для расширения спектра выполняемых хирургических вмешательств. Что касается операции на открытом, точнее, сердце, для этого надо будет закупить недостающие кое-какие аппараты, да, и, естественно, приглашать специалистов опытных для начала уж точно. Выделили с момента открытия 44 единицы новых. Ну, они, конечно, еще не все заполнены, но люди приходят, устраиваются, как бы дефицита кадров мы не наблюдаем. В целом справляемся с этим потоком пациентов в любом случае. И будем справляться, я думаю. Это все местные наши специалисты? Все специалисты, да. В основном там 95, наверное, процентов они все отсюда. Ну, все живут здесь. В среднем в течение дня проводят 2-3 операции, а иногда и больше. Продолжительность каждой операции составляет от 40 минут до часа. Большим преимуществом высокотехнологичной помощи является то, что пациенту не назначают общий наркоз. Все проводится под местной анестезией. Пациент при этом не испытывает болезненных ощущений. Все это происходит очень быстро, да, через маленькие мини-инвазивные доступы. Само отделение, сама специализация, назидание традиционной хирургии, где все привыкли делать большие разрезы и добиваться там оптимального результата. Здесь все это делается через маленький прокол в руке или в ноге. И как бы после операционной раны ее, считай, что нету. Расходного материала в целом у нас предостаточно. Весь расходный материал последнего поколения, то есть в этом плане мы никому не уступаем, слава богу. Закупается он, соответственно, Министерством здравоохранения, полная поддержка Министерства здравоохранения у нас есть.
в этом плане, и как бы все это, естественно, бесплатно. Около 700 человек в год ранее выезжали за пределы республики за консультациями и оперативными вмешательствами. Наличие республиканского сосудистого центра в Абхазии в конечном итоге обеспечит сохранение жизни пациентов, улучшит ее качество и прогноз. Сегодня, когда нам дали все эти условия, и эти все 700 пациентов, а может и более, будут оставаться здесь, получать эту помощь тут, я думаю, ничего не может быть лучше этого. И это была большая необходимость для всей республики. Сосудистый центр становится важным звеном в системе здравоохранения, готовым к решению самых сложных задач. Уверенность в будущем и стремление к развитию делают его надежной опорой для пациентов и медицинского сообщества. Шазина Ханагу, Рамо Камке, Абхазское телевидение.